С утра Воркута запестрила флагами и транспарантами. Шахтерские коллективы, семьи с детьми, все в одной колонне. Этот день объединил всех. В городе Воркуте каждый человек, каждая семья так или иначе имеет отношение к шахтерскому труду. И этот праздник важен и для тех, кто каждый день спускается в забой, и для тех, кто ждет дома, переживая и волнуясь. Слава, овеянная профессией горняка, добыта тяжелейшим трудом, а иногда и человеческими жизнями. Спасибо вам большое, дорогие шахтеры, за то, что выбрали своей судьбой такую сложную профессию. В годы войны именно Воркута стала главным снабженцем фронта. Когда Донбасс оказался в руках немцев, северные шахты приобрели стратегическое значение. В первые же месяцы войны были ускорены работы по строительству железнодорожной магистрали Коныш-Воркута. Движение по ней открылось в декабре 1941 года. Строители и работники шахт Воркуты, это заключенные Воркутлага, обеспечивали углем заводы и блокадный Ленинград. Город Воркута появился благодаря вашим предшественникам. И благодаря вашим и вашим последователям он будет жить и развиваться. Поэтому вся Воркута работает и живет вами, для вас, для ваших детей, внуков и будущих поколений. Сразу после войны началась генеральная застройка города. К 1953 году в Воркуте работали уже 17 шахт. Годовой объем добычи достигал почти 10 миллионов тонн угля. Вся страна откликнулась на призыв партии. В Воркуту поехали тысячи добровольцев со всех уголков. Началась битва за большой печорский уголь. Я желаю от всего сердца, чтобы эта страница была счастливой, возродила былую славу Воркуты и в каждом из вас вселила уверенность в завтрашнем дне. Сегодня в Воркуте действуют 4 шахты, но будущее города теперь тесно связано с развитием северных территорий. Для резидентов арктической зоны утвержден перечень льгот федеральных и региональных. Уже есть зарегистрированные компании. И работа в этом направлении будет только усиливаться. Ведь речь идет о национальной безопасности страны. В нынешних условиях это особенно актуально. Еще в 2020 году была утверждена стратегия развития арктической зоны до 2035 года. Татьяна Супряткина, Ирина Шумихина, Кирилл Нифонтов, телеканал Юрган, Воркута.